В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Пандемия коронавируса постепенно идет на спад. С 18 сентября в Якутии снимут ряд ограничительных мер. Сегодня Всемирный день безопасности пациентов. Кто выявляет нарушения в работе медорганизаций? Дальневосточная ипотека под 2% на строительство жилого дома начинает пользоваться спросом у жителей республики. Сбой в работе мобильных операторов МТС, Мегафон и Йота произошел этим утром в Якутске. Также не работает интернет и телевидение ТТК. На горячей линии ТТК подтверждают, что доступ в интернет отсутствует. Технические специалисты уже проводят восстановительные работы, говорят в контакт-центре. В Мегафоне заявили, что неполадки могли возникнуть из-за модернизации оборудования. Между тем в социальных сетях распространяется видео с аварией на Волс. К другим темам. 69 случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. Больше всего заболевших в столице – 34 человека. Далее идет Мирнинский район, там 10 новых случаев. В Мегино-Кангаласском 9, в Верхневилюйском и Хангаласском по 5. Также 3 случая зафиксированы в Имикунском районе, 2 в Нерюнгринском, 1 в Усть-Майском. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За минувшие сутки от COVID-19 скончался 1 человек. Пандемия коронавируса в республике постепенно идет на спад, и ситуация во многих районах республики идет к улучшению. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев. В связи с этим с 18 сентября в Якутии снимут ряд ограничительных мер. Глава также добавил, что наблюдается распространение заболеваний среди людей старшего поколения и рост тяжелых случаев протекания болезни. Айсен Николаев отметил, что имеется большой запас медицинских препаратов, развернуто достаточное количество коек, а медики приобрели большой опыт в борьбе с инфекцией. С 18 сентября будет разрешена работа кинотеатров и театров с наполняемостью 50%, а также свою деятельность возобновят бассейны. Столичные торговые центры проверяют на соблюдение санитарных требований в период пандемии. Их несколько. Это обязательная дезинфекция помещения, наличие приборов обеззараживания воздуха. Также сотрудники должны носить маски и перчатки. Соблюдают ли предприниматели все требования, в материале Дмитрия Тымырова. Прошел уже месяц, как торговые центры распахнули свои двери для горожан после послабления ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Одно из главных требований для ведения бизнеса в такое время – соблюдение всех мер безопасности. Администрации торговых центров столицы отнеслись к этому вопросу очень даже серьезно. Во-первых, предприниматели должны иметь журнал регистрации температуры тела работников, а также вести журнал учета проведения влажной уборки. И самое главное – это иметь дезинфицирующие средства, а также информационные стенды. Все требования Роспотребнадзора соблюдаются в полной мере. Никаких ситуаций, случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, не было и, надеюсь, не будет. У нас обязательно требования для всех посетителей соблюдения масочного режима. Это при входе, и также у нас сами магазины, у нас обязательно требования ко всем арендаторам. Они не имеют права продавать какой-либо товар клиентам без масок. Администрация у нас очень строго к этому подходит. То есть у нас все меры, которые прописаны, рекомендации от Роспотребнадзора, у нас проверяют, и мы их выполняем. То есть у нас продавцы работают в перчатках, я как администратор прихожу тоже в перчатках. Масочный режим – это обязательно. Также у нас есть антисептики для посетителей. И если вдруг у покупателя по каким-либо причинам нет маски или перчаток, мы обязательно выдаем. То есть у нас есть для покупателей все. Точно такие же требования и для тех, кто оказывает различные услуги. В Нерюнгри также проходят рейдовые мероприятия, где контролируются предписания Роспотребнадзора и соблюдение указа главы Якутии. Здесь представители малого и среднего бизнеса неукоснительно соблюдают все меры безопасности. В первую очередь это
дезобработка, антисептики обязательно для рук, да, для помещения. На входе у нас сразу стоят одноразовые салфеточки, спиртовые такие салфеточки вот есть, антисептик для рук и дезинфицирующие средства. И после клиента обязательно проветривание, кварцевальная лампа, рециркулярка и жавельянчик. Многие возмущаются, что нечем дышать, неудобно сидеть. По-другому никак, только так. Либо домой. В целом, как отметили в министерстве, предприниматели не хотят уйти в убыток, поэтому грубых нарушений не фиксируется. В отношении злостных нарушителей принимаются жесткие меры, вплоть до расторжения договора аренды объекта администрациями торговых центров и штрафы до 100 тысяч рублей. Напомним, рейдовые мероприятия будут продолжаться до улучшения эпидситуации в республике. Дмитрий Тымыров, Сергей Козюра, Семен Семенов, Якутск, Нерюнгри. Сегодня Всемирный день безопасности пациентов. Он был учрежден в 2019 году на Всемирной ассамблее здравоохранения. Его главная цель – повышение глобальной осведомленности о безопасности в медучреждениях, поощрение солидарности и совместных действий врачей, медперсонала и пациентов. Всемирный день безопасности пациентов особенно важен сейчас, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией. Медработники сейчас вот своей целью ставим объяснить пациентам о том, что нужно внимательно относиться к своему здоровью, внимательно и активно участвовать в процессе лечения, взаимодействовать с лечащим врачом, интересоваться, узнавать, как действует лекарство, что нужно делать для того, чтобы преодолеть течение болезни. В Якутии Росздравнадзор выявляет нарушения в работе медорганизаций. В период пандемии коронавируса эта работа была усилена в несколько раз. Например, недавно Росздравнадзор провел проверку по факту ненадлежащего оказания услуг пожилому профессору СВФУ, больному COVID-19. Мы пока по этому случаю только организовываем проверку, будем согласовывать с прокуратурой, но на первый взгляд мы предварительно уже изучили эту ситуацию, опросили отдельные медицинские организации. На первый взгляд, там, конечно, есть недоработка поликлиники. То есть они должны были все-таки, его увидев, оценить его состояние и уже ставить вопрос о его госпитализации. 6 авиарейсов по местным направлениям были задержаны этим утром в аэропорту Якутска из-за тумана. Согласно данным онлайн-табло, самолеты не смогли вовремя вылететь в Депутатский, Батагай, Тикси, Сакырыр, Уснеру. Рейсы на прибытие из Симферополя, Сочи и Новосибирска в Якутск были перенаправлены в запасные аэропорты Новосибирска, Нерюнгри и Хабаровска. С 10 часов утра самолеты начали летать по местным направлениям. Современный кампус образовательно-производственного комплекса создадут для среднего профессионального образования в Якутии. Этот вопрос обсудили в правительстве региона. Проект включает в себя строительство современного объекта среднего профессионального образования, общежития, производственной и учебно-лабораторной базы, объектов досуга для студентов. Новый кампус станет межрегиональным центром подготовки высококвалифицированных кадров для развития экономики регионов Дальнего Востока. По мнению главы республики, такого серьезного подхода к обновлению объектов среднего профессионального образования не наблюдалось с советского периода. Сегодня учреждения системы профобразования обветшали, а их учебное и производственное оборудование не отвечает современным требованиям подготовки кадров. Суперкампус будет состоять из 10 госучреждений профобразования республики, расположенных в Якутске, а также инновационных предприятий, бизнес-структур, творческих кластеров, ассоциаций работодателей, в том числе индустриальных компаний. Дальневосточная ипотека под 2% на строительство жилого дома начинает пользоваться спросом у жителей республики. Эта программа была запущена в конце прошлого года. В Республиканском ипотечном агентстве рассказали, что уже выдано 32 миллиона рублей на строительство частных домов. Вместе с тем жители региона отмечают, что требования к выдаче такого банковского продукта слишком сложные и не всем удается стать участником программы ипотека под индивидуальное жилищное строительство. Напомню, на этой неделе власти Якутии вместе с представителями банковской сферы обсудили этот вопрос. Сперва, конечно же, был у нас бум на покупку в новостройках. На строящееся жилье, конечно, люди брали, в первые дни. Но всем известно, что квартир, строящихся домов в нашем городе не так много.
рынок закончился, да, ликвидные квартиры закончились. Ну и да, спрос на индивидуальное жилищное строительство есть, он появился. Многие банки, кстати, сообщили о том, что у них сейчас в данное время идет процедура упрощения доступности ипотеки по ДЖС. Поэтому, мне кажется, в ближайшее время ипотека по ДЖС по 2%, да, по ДВИ станет доступнее. От перемены блюд сумма обнуляется. С 1 сентября питание в школьных столовых для учащихся начальной школы бесплатное. Об этом говорится в законе, подписанном Владимиром Путиным. В Мирнинском районе все школы перешли на бесплатное питание уже со 2 сентября. Поддержку в финансировании оказали и местные власти. Изменилось ли качество питания в школьных столовых и довольны ли родители и дети, узнавала Ирина Балкова. С 1 сентября этого года кормить учащихся начальных классов стали бесплатно. Так распорядился Владимир Путин. Правда, сами юные школьники это вряд ли заметили. Для них главное, чтобы было вкусно. Кормят в школе вкусно. Больше всего я люблю гречку и котлету и плов. Коля учится в 4 классе. Дома любит борщ, приготовленный папой по особому рецепту. По утрам творог. А вот в школе предпочтение отдает другому. В школе кормят хорошо, но больше всего я люблю здесь рис. А мясо отдаю друзьям. Скажи, а почему ты мясо не любишь? Ну, мясо, я как бы его люблю, но только люблю есть белое полностью, а курицу не люблю. А вот кто точно заметил изменения – родители. Для их семейного бюджета новый закон о бесплатном школьном питании стал существенной поддержкой семейного бюджета. Еще есть очень большой плюс, что в этом году ученикам начальной школы питание стало бесплатным. Как родителям это очень большая экономия, бюджет семейный, да? Поэтому приятный бонус такой. Каждый день, приходя домой со школы, я у ребенка спрашиваю, кушал ли ты, съел ли все, понравилось тебе. Всегда ребенку все нравится, все вкусно. Он очень любит мясную подливку с рисом, он любит, естественно, макароны с сосиской. Ну и редко когда не съедает молочную кашу. Не все детки ее любят, но она полезная, потому должна быть в рационе. Рацион цикличного меню действительно продуман до мелочей с учетом всех требований Роспотребнадзора. Чтобы довольны были все учителя, родители и сами ученики, с введением нового закона районные власти решили сделать так, чтобы качество школьного питания не снизилось, и выделили дополнительное финансирование. В Удачном, например, сумма из федерального и районного бюджета на питание одного школьника составляет около 100 рублей за горячие завтраки и почти 130 рублей за обеды. Наш район остался районом доброжелательным к детям, и мы это очень ценим. Родители постоянно заявляют с благодарностью о хорошей организации бесплатного питания. Детям нравится. Так что сегодня в рюкзаках учеников только школьные принадлежности. Привычные бутерброды и булочки для перекуса остаются дома. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Хорошие спортивные новости пришли из Республики Беларусь. Якутские борцы Ниргун Скрябин и Владислав Андреев выиграли золотые медали турнира памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Состязания прошли в Гродно в рамках соревновательной практики борцов для участия в международных стартах. Стоит отметить, что для борцов это первый турнир после пандемии коронавируса. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Беларуси, России, Армении и Литвы. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.